Телеканал «Якутия-24» продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Не опять основа. Пожарные микрорайона Кангаласы в Якутске объявили голодовку. Чего требуют сотрудники? Угрозы питьевой воде нет. Добывающая компания «Нордголд» вновь загрязнила ручей Редерге в Алданском районе. Против этих промышленников будут приняты меры. Какие? Рост 3 раза в год. Саханефтегазсбыт повысил цены на бензин. Чем объяснили в компании такое решение? Перспектива для сельского хозяйства региона. В Мирнинском районе открыли цех по выращиванию осетра. Как идет процесс адаптации рыб к искусственным условиям? Забота и общение продлевают жизнь. В Алдане социальные работники помогают пожилым гражданам на дому. И музыка для всех. В Якутске объявили неделю музыки. В столице и районах проведут ряд мероприятий, связанных с классикой. Поиски вертолета «Робинсон» в Момском районе приостановлены до завтрашнего дня. Причиной стали плохие погодные условия. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Момского района. Всего в поисках задействованы 5 человек на одном вездеходе. Сегодня в первой половине дня они достигли подножия горы, где, возможно, может находиться пилот, но из-за нулевой видимости они не смогли подняться на гору. Идет пурга, сейчас они обратно вернулись на базу. Вертолет со спасателями находится в селе Хану. Он так и не смог взлететь из-за погоды. За ночь новых сигналов через GPS-трекер от пилота вертолета не поступало. С сегодняшнего утра начали поиски наземным путем, но из-за метеоусловий они поиски приостановили. Из-за метеоусловий нулевая видимость, они на гору не смогли подняться. Вот. И на сегодняшний день полностью поиски приостановлены. Но завтра с утра они начнут поиск. Где-то ориентировочно на 8 часов они должны выйти в связь. Сегодня такие данные. А на 4 часа вы связались с ними? Да, на 4 часа связались. Они сказали, что находятся в стадии. С пилотом у вас как? Держите связь с пилотом по GPS или нет? Нет, с пилотом никакой связи нет у нас. Ну а подъем вертолета «Робинсон», упавшего в реку в Бодайбинском районе Иркутской области, начнется завтра. Об этом сообщил агентству ТАСС мэр Бодайбо. Сегодня прилетят водолазы, завтра начнутся поиски. На борту вертолета золотодобывающей артели «Витим» находились 2 человека. Это пилот и работник артели. По предварительным данным, они оба погибли. Предположительно, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Витим. К другим новостям. Угрозы источникам питьевой воды в Алданском районе нет. Дело в том, что в эти дни стало известно об очередном загрязнении реки Эль-Конка. Добывающая компания «Нордголд» допустила сброс сточных вод в ручей Редерге, который впадает в эту реку. Министерство экологии республики уже направило материалы в Роснедра для отзыва лицензии у этих промышленников. Напомню, что это не первый случай загрязнения окружающей среды этой компанией. Предыдущее было зафиксировано в августе этого года. Очень высокое содержание взвешенных веществ. Вследствие открытия отстойников и сброса неосветленных вод идет загрязнение водного объекта взвешенными веществами. Превышение рыбохозяйственных нормативов, водохозяйственных нормативов превышает в разы. Вот такие предприятия, которые безответственно относятся к водным объектам, не должны проводить работу. Как сообщили в Роспотребнадзоре, Эль-Конка не является источником питьевой воды у населения. 12 скважин, откуда берут воду, жители Томмота Алданского района отвечают всем требованиям и нормам. В настоящий момент производственный контроль проводится по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям из всех 12 скважин, подземных скважин города Томмот. Все пробы отвечают гигиеническим нормативам.
Пожарные микрорайона Кангаласы в Якутске снова объявили голодовку. В акции протеста принимают участие 14 человек. Пожарные не согласны с порядком расчета заработной платы за сверхурочную работу, требуют повысить размер доплат за вредность и увеличить число дней дополнительного отпуска. В Госкомобеспечении сообщили, что переговоры с пожарными ведутся и вопросы по 9 пунктам из 11 выполнены. Напомним, первую акцию протеста сотрудники противопожарной службы провели в апреле этого года. Ситуацию взяла под контроль прокуратура республики. Сегодня там провели совещание с участием всех сторон этого конфликта. Озвучили, что все эти изменения, которые хотят сотрудники пожарной части, потребуют дополнительного финансирования из бюджета в 500 миллионов рублей. По итогам совещания принято решение о необходимости проведения Государственной инспекции труда совместно с Федерацией профсоюзов Республики Саха-Якутия внеплановой проверки, в том числе по оценке применяемой в учреждении методики оплаты сверхурочных работ, представителям работников и работодателя при участии курирующего ведомства и профсоюзов рекомендовано принять исчерпывающие меры в целях урегулирования сложившихся ситуаций. В стране началась штабная тренировка по гражданской обороне. В Якутии она будет проходить в течение 3 дней в 3 этапа. Будут отработаны действия по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных ЧС техногенного характера. Сюжет Александра Зубехина. Тренировка проводится ежегодно и является началом месячника гражданской обороны в стране. Первый этап проходит в течение 1 дня и состоит из ряда мероприятий. Одно из них – заседание эвакуационной комиссии города Якутска. В нее вошли представители органов исполнительной власти Якутии и объектов жилищно-коммунального комплекса. В эвакуационной комиссии определены задачи, способы их решения, организациям, предприятиям, учреждениям, которые задействованы в данных мероприятиях. Вопросы по гражданской обороне отнесены к ведению гостайны. В случае возникновения масштабных чрезвычайных ситуаций каждой структуре поставлена своя задача. Силами перевозчиков, силами МУП и ПАК в случае возникновения угрозы или чрезвычайных ситуаций мы немедленно принимаем меры по эвакуации населения. То есть мы снимаем с маршрута автобусы, в случае чего, и предоставляем по округам. То есть на пункты временного размещения их эвакуируют. Развертываемых в пунктах временного размещения мы обеспечиваем лабораторный контроль пищевых продуктов, питьевой воды, проводим инструментальные замеры об условиях проживания в пунктах временного размещения, скажем так, температурный режим. В конце первого дня представители субъектов России доложили о выполненных мероприятиях первого этапа министру России. В республике с 27 августа в 23 муниципальных районах из 36 проведены тренировки по эвакуации населения в безопасные районы с практическим развертыванием и приведением в готовность пункта временного размещения пострадавшего населения. Мы планируем данное мероприятие завершить до 26 октября. Учения пройдут еще 2 дня. Уже завтра ответственные службы проведут практические учения на стратегических объектах. На завтрашний день также мероприятия все у нас спланированы, поэтому органы управления и силы Республики Саха-Якутия к выполнению задач по предназначению в период штабной тренировки по гражданской обороне готовы. В первый день тренировки отработали вопросы оповещения и сбора руководящего и личного состава подразделений. На 2 и 3 этапах будут выполняться практические мероприятия. В каждом субъекте Российской Федерации будут разыграны сценарии ликвидации последствий разнообразных чрезвычайных ситуаций. Легенды разработаны с учетом климатической и географической специфики регионов и предусматривает наихудший сценарий развития чрезвычайных ситуаций. В Якутске первые учения запланированы в 7 часов утра в районе хлебозавода. Александр Зубехин, Тюлус Иннокентьев, Якутск. Авиакомпаниями Якутии по внутренним воздушным перевозкам с пунктом отправления или назначения на территории Дальнего Востока начата реализация авиабилетов по нулевой ставке НДС. Обнуление является мерой государственной поддержки для обеспечения транспортной доступности внутренних перевозок. Уменьшение налоговой нагрузки от обнуления НДС в Якутии распространяется на республиканские авиакомпании Якутия, Полярные авиалинии и Алроса. Данная мера в последующем должно сдержать рост тарифов на авиабилеты для населения.
С ноября прямые рейсы в Москву будут выполнять только компании «Якутия». Изменения связаны с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутск. Авиакомпания «Якутия» в октябре будет выполнять рейсы по маршруту Москва-Якутск-Москва 2 раза в день. Сохранится ли такая частота рейсов, будет известно в конце этой недели. Саханефтегазсбыт повысил цены на бензин. Как сообщил руководитель этой компании, корректировка цен происходит 3 раза в год. В начале года, когда меняются все тарифы по республике, 1 июня, когда формируется пакет документов по договорам на навигационный период, а изменения 1 октября носят корректирующий характер. Таким образом, литр дизельного топлива отныне стоит 54 рубля 50 копеек, цена на 80-го составит 35 рублей, цена 92-го поднялась до отметки в 53 рубля 30 копеек, 95-го до 54 рублей 10 копеек и 98-й теперь стоит 54 рубля 80 копеек. Отличие математических расчетов от той стоимости, которую мы установили на 1 июня, составляло примерно 10 рублей на литр. То есть каждый литр, который заправляли наши автолюбители, мы практически датировали на 10 рублей. Это было связано с такой отложенной экономикой республики. Если на Дальнем Востоке, там, где есть железные дороги, изменение стоимости происходит практически раз в 3 недели, сразу же рынок реагирует, то мы имеем возможность за счет накопленных остатков, за счет понимания тех изменений, которые будут происходить, этот период несколько отодвинуть. С 1 октября закрыта навигация для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях в Аллайховском, Айбыйском, Момском, Маймяконском, Булунском, Жиганском районах. По завершению навигационного периода будет проведено тщательное обслуживание и консервация маломерных судов. Их определят на зимнее хранение и безопасный отстой. С 27 сентября уже закрыта навигация для маломерных судов в Анабарском, Оленёкском и Янской группе районов. С 5 октября закрывается навигация в Колымской и Вилюйской группе районов. И с 10 октября на всей территории Республики Саха-Якутия, включая город Якутск и его пригороды. В Ленске начали реконструкцию главной площади города. Несмотря на дождливую погоду, работы идут полным ходом. Начали с подготовки нового постамента для памятника Ленину, который будет перенесен. Такое решение приняла общественность города. Более 3000 человек проголосовали за перенос этого памятника. Реконструкция площади проходит в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». По итогам голосования определили 5 объектов. В следующем году городские власти приступят к реконструкции парка. Далее будут благоустроены центральные зоны микрорайонов Алроса и Мухтуя, затем пешеходные дорожки улицы Ленина и в завершении набережная Лены. У нас, получается, субсидия поступила с республики и с учетом федеральной, потому что программа идет федеральная, приоритетный проект «Комфортная городская среда», софинансирование республики и местного бюджета. Мы занимаемся благоустройством города, да, уже 10 лет работаем в этом направлении, поэтому нам интересно заниматься, тоже живем в этом городе и будем стараться, что все сделать хорошо, красиво, приятно для людей. Сейчас короткая пауза, меньше минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Перспективы для сельского хозяйства региона. В Мирнинском районе открыли цех по выращиванию осетра. Как идет процесс адаптации этих рыб к искусственным условиям. Забота и общение продлевают жизнь. В Алдане социальные работники помогают пожилым гражданам на дому. Музыка для всех. В Якутске объявили неделю музыки. В столице и районах пройдут мероприятия, связанные с классикой. Программа «Итоги дня» в прямой эфир. Мы продолжаем выпуск. С вами Влад Давыдов. Вячеслав Штыров, который до этого был сенатором от Якутии, назначен государственным советником республики. Такой указ подписал глава региона Айсен Николаев.
Людмила Николаева покинет пост председателя правления Алмаз-Эргенбанка. Она возглавляла этот банк с 2014 года. Цитата. 27 сентября Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии. В связи с этим я приняла нелегкое для себя решение покинуть пост председателя правления Алмаз-Эргенбанка. Не сомневаюсь, что команда, работающая сейчас, продолжит курс на поступательное и уверенное развитие, тем более, что задел для этого есть. Конец цитаты. Сообщается, что Людмила Николаева будет исполнять обязанности председателя правления банка до осуществления необходимых корпоративных процедур по утверждению нового руководителя этого финансового учреждения. В России стартовал первый этап пробной переписи населения, который продлится до 10 октября. Впервые в истории страны в нем можно принять участие через интернет. Переписать себя и свою семью сможет любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуги.ру. После окончания опроса к вам на электронную почту или на мобильный телефон поступит сообщение с кодом подтверждения. Это нужно сохранить до встречи с переписчиками. Второй этап переписи будет проходить непосредственно в Хангаласском районе 16 по 27 октября. Пользуясь случаем, призываю всех жителей республики, в том числе жителей Хангаласского района, принять активное участие в пробной переписи населения. В поселке Чернышевский Мирнинского района запустили цех по выращиванию осетра. Как идет процесс адаптации рыб к искусственным условиям, сюжет Марферины Алексеевой. Буквально 2 года назад Чернышевский рыбный завод был на грани банкротства. В 2017 году Государственным комитетом по делам Арктики и правительством Якутии была поставлена задача развить в Чернышевском заводе осетроводство. Управление сельского хозяйства Мирнинского района произвело финансирование затрат на приобретение оборудования для цеха в размере 4 миллионов рублей. 7 сентября в Чернышевский рыбный завод вертолетом акционерного общества «Алмаза Набара» транспортировали 28 особей сибирского осетра ленской популяции, выловленные в реке Лени Булунского улуса. Следующая основная задача для создания маточного стада осетра является перевода на искусственное питание. В основном даем естественное питание в виде червей. У нас система замкнутого водоснабжения, вкратце УЗВ, и вода, она идет, циркулирует. С бассейнов она проходит через механическую очистку от взвешенных веществ, затем она проходит биологический фильтр, и чистая вода вновь поступает в бассейны. Процесс адаптации к искусственным условиям протекает удовлетворительно. Половая принадлежность особей пока неизвестна. На март-апрель, после выхода из зимней спячки, мы начнем повышать температуру для вывода стада из зимней спячки. После этого в конце марта, в начале апреля мы планируем провести абонитировку, и там уже будет видно, какие особи смогут на будущий год дать половые продукты для дальнейшего разведения. По расчетам рыбоводов, метать икру они начнут в июне 2019 года. Планируется получить 50 тысяч штук молоди, из которых половину оставят на заводе для товарного выращивания, а половину выпустят в реки республики для восполнения запасов сибирского осетра. Продукция из осетра в связи с запретом на вылов пользуется огромным спросом по всему миру. Поэтому данное направление имеет большую перспективу для сельского хозяйства республики. Марферина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирнинский район. В столице дали старт декаде пожилых людей. Торжественное мероприятие состоялось сегодня. 800 ветеранов из разных районов поздравили члены правительства и депутаты ЛТУМЭН. Сейчас в республике, по данным, проживают более 300 тысяч граждан пожилого возраста. В целях улучшения их материального положения людям государство предоставляет адресную помощь. Это единовременные денежные выплаты, компенсации на ремонт квартир, льготы на санаторно-курортное лечение. Вот самый острый вопрос – это сегодня необходимо обеспечить благоустроенным жильем всех ветеранов тыла.
их уже тоже, как и у участников, осталось очень мало. Надо усилить качество медицинского обслуживания ветеранов и участников, и тыловиков, и пенсионеров в целом. Надо решать вопрос с лекарственным обеспечением, потому что те лекарства, которые выписываются, они очень дорогие, а те, которые выписывают бесплатно ветеранам, их не оказывается в аптеках. Вот эти все вопросы мы пытаемся принимать участие в их решении. В Алдане пожилых граждан активно поддерживают и социальные работники. Какую помощь оказывают старикам на дому и как организована работа в местном доме для престарелых и инвалидов, рассказывает Татьяна Вахнина из Алдан. Механизм швейной машинки наладчик Евгений Крупин знает до винтика. Пока он чинит оверлок, помощница Татьяна наведет порядок и приготовит обед. Затем они вместе будут разгадывать кроссворд. Татьяна – сотрудница отделения помощи на дому Алданского управления соцзащиты, и Евгений – один из 9 ее подопечных. Хорошая женщина, исполнительная. Приходит вовремя сюда. Позвонишь, она в любое время подойдет. Обслуживание на дому представляет одну из форм работы с пожилыми людьми. Приготовить обед, навести порядок, купить продукты, сопроводить в поликлинику. Социальные работники помогают одиноким и одиноко проживающим людям на хозяйственно-бытовой ниве. Магазины, продукты, аптека. Ну, то есть все, что попросят. Это не говорится, что в мою обязанность входит. У нас нет такого обязанности. Что попросили, то и сделали. Спутниками старости являются не только опыт и мудрость, но также немощь, болезни и нередко одиночество. В Алданском районе насчитывается порядка 2,5 сотен пожилых мужчин и женщин, которые нуждаются в помощи и поддержке. Волнообразно, что ли. То есть бывает, что вроде как идет на спад, бывает, что увеличится. То есть, в принципе, она стабильна всегда. Второй по численному охвату пожилых людей формой является устройство в интернат. В доме для престарелых и инвалидов поселка Ленинский нашли приют 55 человек. Огромной очереди на койко-место, как правило, не бывает. Однако 1-2 человека, нуждающихся в заботе и уходе, находятся всегда. Начали направлять в город Якутск, потому что там, ну, можно сказать, да, то есть как бы столица, и именно частные дома-интернаты, не государственные, то есть активно развиваются, их там уже достаточно много, и у нас уже несколько человек мы отправили туда, то есть в принципе вопросов нет. Новое направление социальной работы с людьми преклонного возраста представляют приемные семьи для пожилых. В Алданском районе их 2. Эта форма позволяет не только решить проблему жизнеустройства. Забота, уход и общение в домашней обстановке продлевают жизнь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Волонтеры в Ленске регулярно помогают по хозяйству своим одиноким пенсионерам. К примеру, сегодня ребята из волонтерского движения «Лучи Ленска» пришли на помощь к ветерану тыла. Светлана Балеева подробнее. Антон Слепченко – волонтер «Лучей Ленска». Он не внук Дианы Васильевны, а просто однофамилец. Волей судьбы получилось так, что молодой человек стал постоянным гостем и помощником в доме одиноко проживающей пенсионерки. Зимой парень чистит снег в ограде, весной вскапывает огород, летом полит грядки. В этот раз Антону предстояло выкопать несколько кустов малины, которые мешали расти вишневому дереву, и перекатить пустые бочки в сторону. Сейчас же мы вот с девочками пришли, и нам нужно выдрать кусты малины, поскольку они мешают кусту вишни, и убрать вдоль забора траву. Собственно, работы немного, мы помогаем им, мы знаем, что им приятно. Потом настроение поднимается, что ты помог, ты сделал хорошее дело. Пока Антон боролся с кустами малины, девочкам Диана Васильевна дала задание вырвать траву у забора. Траву убрать немножко. Она уже убрала там 2 дня. Вчера мокро было, сегодня такой дождь. Я обычно пироги напеку, там все. А смотрю, день плохой, значит, не придут, времени уж много. Ну, там немножко от забора уберут мне, и достаточно. С этой работой они быстро справились, перетаскали сорванную траву в одну большую кучу. Затем прошлись граблями по полю, чтобы собрать оставшийся сорняк. Диане Васильевне такая помощь кстати. Работы по дому и во дворе всегда хватает. Недавно ей исполнилось 88 лет, и многое она делает еще сама. Живет одна, мужа похоронила более 20 лет назад. Главным помощником всегда остается дочь. Теперь вот и молодежь подтянулась, помогла навести порядок в огороде. Хозяйка была очень рада, и не только тому, что в огороде стало чище, но и желанным гостям. А зимой они очень часто, как снег. Но я еще подгребу сюда, они приходят и уже все убирают. Это им большое-большое спасибо ребятам. Это такое хорошее дело. Вот, ну, куда вот всех родственников похоронила. Тут
никого нету, собственно, так вот. У Дианы Васильевны ребята провели несколько часов. Немного уставшие, но счастливые, они пообещали хозяйке вернуться еще. Адресов, куда наведываются волонтеры, с каждым разом становится все больше. Луч Ленска продолжает появляться там, где нужна помощь. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Филармония Якутии открывает сезон 8-м международным арктическим фестивалем «Северное сияние». Открытие состоится завтра в Русском театре. Сегодня участники и организаторы рассказали, что готовит фестиваль для якутян. В течение месяца зрители познакомятся с музыкальным инструментом дудук, игрой на звончатых гуслях и послушают органную музыку. Мероприятие откроет творческий коллектив, оркестр под управлением португальского дирижера. В фестивале примут участие артисты из Армении, Казахстана, Португалии и разных городов России. Мы проводим уже несколько лет, я имею в виду, мы посольство Португалии в Москве и институт португальского языка Камоиш в Москве проводим мероприятия в разных городах России, что немножко нашей культуры показать в России. И вот в этом рамке вот находится этот концерт, где будут представлены два композитора, португальских композитора 20 века. В Якутске объявили неделю музыки. Мероприятия пройдут в школах, на улицах столицы будет играть классическая музыка, а в районах пройдут концерты в этом жанре. По порядку расскажет Кристина Якупова. В Якутске с 29 сентября по 5 октября объявлена неделя музыки. Торжественное открытие состоялось 30 сентября во Дворце спорта 50 лет Победы. Также там были подведены итоги республиканского конкурса «Музыкальная семья». На участие в конкурсе мы решили спонтанно. Да? Нам предложили, и мы недолго готовились. Особенно вот Сашу недолго учили. А так семья у нас, мы с женой преподаватели, учителя музыки. Вот, работаем. В течение недели во всех общеобразовательных школах зазвучит классическая музыка вместо традиционных звонков между уроками. Будут проведены творческие встречи школьников с известными деятелями культуры и искусства. Тем временем День музыки празднуют не только в стенах учреждений, но и на главных улицах столицы. Это вообще прекрасно, это так должно быть. И вообще каждый раз бы вот так вот по улице, когда идешь, всегда бы звучало бы. Да, слышу. Ну да, интересно вполне. Могу сказать. Ну как, ну классика всегда здорово, потому что это, как сказать, элита, элитная музыка. Оригинально, там, потому что День музыки. День музыки отметили и в других городах республики. В Нерюнгри к Международному дню музыки прошел большой концерт «Музыка солнечной Италии» от классики до современности. В концерте принимали участие солисты, ансамбли, оркестр и хоры детской музыкальной хоровой школы «Соловушка» и детской школы искусств. Стиль прекрасного пения бельканто зародился именно здесь, в прекрасной Италии. И много новых музыкальных жанров именно в Италии в свое время появились. Это, конечно, большая для нас школа и большое счастье. Праздник не обошел и город Алдан. В 7 классе по расписанию урок музыки. В классе ребята слушают и учатся различать ноты классических композиций, а в жизни предпочитают более современные направления в музыке. Зарубежных исполнителей, еще слушаю национальных исполнителей якутские, а мои друзья слушают рэп. Заключительным аккордом недели музыки станет торжественное празднование во Дворце спорта 50 лет Победы с участием духовых оркестров и хоровых коллективов. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите наш телеканал, оставайтесь с нами. Всего доброго.